В этой видеолекции мы поговорим с вами о основных инструментах гендерного бюджетирования. Итак, практическое применение этой технологии требует изучения инструментов гендерного бюджетирования. Несмотря на то, что модели его внедрения очень разнообразны, ряд инструментов, использованных при работе с этой методологией, являются общими. К ним прежде всего относятся стандартные инструменты гендерного бюджетирования, разработанные в начале международной практики. Некоторые из них созданы по принципу экономических аналитических инструментов. При этом большинство применяется к расходной части бюджета. Далее мы поговорим с вами о основных инструментах, применяющих в рамках этой методологии. Первый – это гендерная оценка политики. Этот инструмент используется для анализа конкретных политик, включая бюджеты, с целью выявления влияния на женщин и мужчин. Ключевой вопрос при этом – это является ли истинное предположение, что политика и ее мероприятия в равной степени влияют на женщин и мужчин, принадлежащих к разным возрастным или социальным группам. Например, политика в отношении молодежи представляется как та, которая ориентируется на всех молодых девушек-парней, но очень часто в большей мере влияет на мужчин, поскольку предлагаемые ею меры и мероприятия направлены на лидерство, физическую активность и чаще содержат услуги для парней и мужчин. Этот вид оценки ставит под сомнение утверждение, что меры политики влияют на всех одинаково, и бюджетные расходы, направленные на достижение целей и задач таких политик, являются гендерно-нейтральными. Но фактически большинство политик в любой отрасли есть гендерно-нейтральными. Более того, опыт проведения оценки не только на уровне общества, но и целых стран дает основание утверждать, что довольно часто на практике политики являются гендерно слепыми, то есть такими, которые принимают во внимание потребности и интересы исключительно лиц одного пола или целевой группы. При этом считается, что эти интересы априори распространяются на противоположный пол и все остальные группы. Как правило, такой подход не приводит к достижению целей стратегических документов, а наоборот, может оставить неудовлетворенными потребности и интересы отдельных групп получателей или бенефициаров. Желаемым вариантом является внедрение гендерно-чувствительной политики, то есть той, которая учитывает положение и интересы женщин и мужчин, принадлежащих к разным возрастным и социальным группам. Следующий инструмент – это гендерный анализ бенефициаров, то есть целевой группы. Сущность этого инструмента заключается в признании того, что положение женщин и мужчин во всем их разнообразии должно быть предпосылкой определения целей и приоритетов развития местной общины. Ключевой вопрос при этом – насколько равноправно женщины и мужчины могут пользоваться услугами и довольны ли они ними. Например, политика по репродуктивному здоровью преимущественно направлена на женщин. В то же время репродуктивное здоровье мужчин также является проблемой, но мероприятия программы в основном адресованы женщинам. Этот вид анализа учитывает, что любое общество состоит из женщин и мужчин, имеющих различные потребности и интересы. Более того, среди этих мужчин и женщин часть относится к уязвимым группам, такие как одинокие матери, люди с инвалидностью, пожилые люди, молодежь и тому подобное. Все они также имеют различные интересы и потребности, которые нужно принимать во внимание. Гендерный анализ бенефициаров при разработке и реализации стратегических документов региона, например, является современным прогрессивным подходом. Он помогает спланировать эффективные программы и проекты и мероприятия. Следующий инструмент – это оценка гендерного влияния. Она определяется как предварительная оценка, анализ законодательства, политики или программы, позволяющая в качестве предупредительной меры определить вероятность того, что решение будет иметь негативные последствия для состояния равенства, либо же для какой-то конкретной целевой группы – женщин или мужчин. Центральный вопрос оценки гендерного воздействия – это
законодательство, политика или программа уменьшают, поддерживают или увеличивают гендерное неравенство? Следующим инструментарием есть гендерный анализ ресурсов. Это количественный инструмент, который, среди прочего, измеряет стоимость единицы услуги и количество мужчин и женщин, пользующихся ей. Анализ позволяет дать ответ на вопрос, какое влияние реальных затрат на женщин и девушек по сравнению с мужчинами и парнями. Конечная цель применения этого инструмента – поинформировать лиц, принимающих решений, а именно государственных служащих, и помочь им отрегулировать политику таким образом, чтобы ресурсы распределялись справедливо для преодоления бедности и гендерного неравенства. Итак, разные подходы гендерного бюджетирования применяют различные наборы инструментов. В этой лекции приведены лишь некоторые из них. Общим является то, что все инструменты разработаны на основе имеющихся подходов и адаптированы для гендерного бюджетирования. В результате применения этих инструментов бюджеты не разрабатываются, а только анализируются. Очевидно, что применение таких инструментов требует определенных навыков, и именно поэтому иногда разработчики программ отказываются от их проведения. Но в таком случае сохраняется очень высокий риск дальнейшей разработки малоэффективных программ. Инструментов гендерного бюджетирования существует немало. Выбор наиболее приемлемого будет зависеть от поставленных вами целей и имеющихся ресурсов. Но в любом случае эта деятельность очень важна, поскольку позволяет справедливо тратить ресурсы и не оставит без внимания потребности разных групп и интересов женщин и мужчин. В следующих модулях мы поговорим с вами о международных практиках и инструментах, используемых различными странами.